Словно осенние листья мы облетели нашу любимую республику в поисках красивых локаций и интересных людей. И все для того, чтобы зарядить ваш будний день энергией хорошего настроения. В эфире, как вы уже догадались, студия 11. Череда позитивных сюжетов уже на подходе. И вот о чем расскажем в первой части программы. Чтобы день не прошел зря. Советы, как повысить личную продуктивность. Молодежь за перспективы. В подробностях о проведении молодежного форума в Коми. Воспоминания пока еще свежи. Как провели летние каникулы учителя. Начать выпуск мы предлагаем с полезной информации. Тем, кто вышел с летних отпусков, она придется по нраву больше всего. Ведь речь пойдет о повышении продуктивности. Вот как распределить свое время так, чтобы и задачи все выполнены были, и усталость не накрыла нас головой слишком быстро. Одна из популярных техник улучшения работоспособности называется flow time. Ее главная изюминка – периодические перерывы. Любая деятельность должна включать в себя регулярный 5 или 10-минутный отдых. Соотношение активной деятельности и передышки вы определяете для себя сами. Оптимально считается система 25/5. 25 минут вы работаете, 5 минут отдыхаете. Пробовать можно разные варианты. Главное записывать все свои эксперименты в блокнот, чтобы позже проанализировать, какой же темп работы вам подходит больше всего. Усиление продуктивности, грамотный тайм-менеджмент, развитие устойчивости к стрессу и личный ретрит. Наибольший интерес подобные темы вызывают у молодых людей. Ведь, как известно, их темп жизни намного быстрее, чем у старшего поколения. И эта тема довольно часто становится одной из главных для обсуждения на молодежных форумах. О проведении очередного такого интенсива в Коми моя коллега Алена Туркина узнала накануне. Владислав, сначала хотелось бы вас поздравить с тем, что вы получили средства на реализацию вашего проекта. Какой конкретно проект мы сейчас расскажем. Это молодежный образовательный республиканский форум «Молодежь Коми». Давайте немножко расскажем нашим зрителям, что это такое. Я немножечко расскажу. Я как раз в мае выиграл во всероссийском конкурсе молодежных проектов от Агентства по делам молодежи. Выиграл грант в размере 1 350 000 на реализацию республиканского молодежного образовательного форума «Молодежь Коми-2022». Данный форум является уникальным, потому что его главная цель – расширение возможностей для нашей молодежи именно в профессиональном плане, в творческом, в общественном и, конечно же, использование ее потенциала для развития нашей республики Коми. У нас планируется форум проводиться с 12 по 16 сентября в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада». 5 дней образования. Какие же площадки будут в этом году? Я знаю, что каждый год они разные, выбираются самые актуальные направления. Вот 2022 форум. Чем удивит? Будет у нас всего 4 площадки. Это «Дело для науки», «Дело для молодежи», «Дело для экологии» и «Дело для села». Вот если говорить вкратце по поводу уникальности этого форума в том, что нам помогают в организации наши друзья, наши коллеги, как и общественные организации, так и государственные организации. Вот. Если рассказать про «Дело для молодежи», то здесь нам помогает Российский союз молодежи. То есть в рамках этой площадки будет реализовываться впервые в очном формате республиканский этап студента года. То есть как раз именно на данной площадке будет. Хочу отметить, первый раз у нас будет реализовываться. Это очень здорово. Да. А спикеры кто? Кто эти люди? Спикеры у нас будут люди, которые федеральные эксперты, то есть это все, которых мы приглашаем. Это наши республиканцы, конечно, мы их никогда не забудем, это наши республиканские эксперты и федеральные эксперты, которых мы приглашаем из Москвы и Челябинской области. Как себя показали эти образовательные площадки в прошлые разы? Если сравнивать с прошлым годом, у нас был не республиканский форум, а был северо-западный форум городские трансформации. Была отсылка на, и главная цель – это урбанистика. Популярностью форум пользовался большой, так что было много заявок не только от нашей республики Коми, также и от других регионов.
Помимо образовательных программ, потому что учиться постоянно это невозможно, 24 часа нужно еще и отдыхать, конечно же, что ждет участников форума? Ну, мы, конечно же, понимаем то, что форум у нас в большинстве случаев, он образовательный. Хочу сказать сразу, что это около 6 часов образовательной подготовки. Ну, на то и есть он и образовательный. Но мы не будем забывать о том, что нужно же и развлекаться, нужна и интересная программа. Вот сейчас нашими организаторами, арт-директором прорабатывается этот вопрос, и у наша программа будет очень такая вот интересная, и мы приглашаем и наших артистов республиканских, и, конечно, проделаем интересный интерактивный формат для участников. Ну что ж, в том, что будет интересно, мы не сомневаемся, потому что молодежь Коми – самая лучшая молодежь. Спасибо вам, Владислав, большое. Желаем вам побольше грантов. Увидимся еще. Все, договорились. Каникулы закончились не только для школьников, но и для учителей. Чем занимаются педагоги летом и хватает ли им времени, чтобы отдохнуть? Секретом плодотворного отдыха с нами поделилась учитель биологии из лицея для одаренных детей. Вот смотрите, у меня ушло не больше 10 минут на то, чтобы купить билеты и забронировать отель на себя и свою семью. Не представляю, как раньше путешественники обходились без мобильного интернета. Она продвинутый пользователь интернета. Признается, именно это позволяет экономить время, которого учителям всегда так не хватает. Елена Бакуменко любит путешествовать по Коми, по России. Впрочем, несмотря на отпуск, со своими учениками и их родителями она всегда на связи. Звонки, сообщения, у кого-то что-то происходит, кому-то нужно просто дать какую-то консультацию, пообщаться. Ну и встретиться с детьми в неформальной обстановке, сходить в поход, это всегда... Учителей это затягивает, нам это необходимо даже летом. Современный учитель сегодня прежде всего мобильный учитель. И здесь без машины никак. Летом стиль вождения совсем другой, говорит Елена Бакуменко. Обычно на уроки всегда опаздываешь, торопишься, нужно отвезти семью куда-то, там мужа на работу, детей в садик, в школу, и уже впритык-впритык приезжаешь. А летом можно никуда не спешить, расслабиться и кататься в свое удовольствие. Ну и летом поток на дорогах, он не такой большой. Елена Бакуменко – участник многих республиканских конкурсов, образовательных форумов. Откуда только силы берутся, спрашивают многие. Секрет прост, делится педагог. Нужно не только хорошо работать, но и отдыхать так, чтобы всегда быть в ресурсе. Семья, путешествия, походы – все это может зарядить энергией на весь учебный год. Автомобиль в большой семье – вещь крайне необходимая. Отвезти ребенка в детский сад или в школу, на кружок или просто в гости к любимым бабушке и дедушке намного проще, когда в распоряжении есть личный транспорт. Главное не забывать о безопасности малышей в салоне. О правилах перевозки деток в автомобиле напомнит инспектор ГИБДД. Согласно пункту 22.9 правил дорожного движения Российской Федерации, при перевозке детей в салоне автомобиля необходимо учитывать их возраст. При перевозке новорожденных детей, младенцев, используют обычно автолюльки. Как правило, автолюльки многие устанавливают на переднее пассажирское сиденье. Если конструкция автолюльки предусмотрена установку спиной вперед, необходимо предварительно на автомобиле отключить подушку безопасности пассажира во избежание при ее срабатывании нанесения травм ребенку. Детей более старшего возраста до 7 лет необходимо пристегивать при помощи детского удерживающего устройства, например, полноценное автокресло. При установке его на заднее пассажирское сиденье необходимо учитывать конструкцию самого транспортного средства. Ремни должны быть без порезов, исправны, хорошо отрегулированы, так, чтобы ребенку не пережимало его части тела и он чувствовал себя при поездке комфортно. Если вашему ребенку исполнилось уже полных 7 лет, он имеет право передвигаться на заднем пассажирском сидении, будучи пристегнут просто ремнем безопасности, предусмотренной конструкцией транспортного средства. Если рост и вес ребенка не позволяют пристегнуть его просто ремнем безопасности автомобиля правильно, то есть чтобы верхний ремень проходил именно по плечу и по груди, необходимо использовать детское удерживающее устройство, например, такое как бустер. На переднем же пассажирском сидении транспортного средства ребенка до 12 лет необходимо пристегивать при помощи детского удерживающего устройства, а уже по достижении 12 лет он может быть пристегнут просто ремнем безопасности. Однако не стоит забывать, что ремень должен быть пристегнут правильно. Родителям детей не стоит пренебрегать данными правилами, потому что даже если, будучи уверенными в своей безопасности, перевозите ребенка на руках, крепко его держа, нередки случаи, когда при резком торможении или при дорожно-транспортном происшествии страдают дети. За нарушение требований данных правил дорожного движения
водителю грозит ответственность в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. На полезной ноте мы завершаем первую часть нашей программы. Студия 11 совсем скоро вернется на ваши экраны. Не переключайтесь. В эфире информационно-развлекательная студия 11. И мы готовы продолжить погружение в омут интересной и позитивной информации. О главных темах второй части программы узнаем из анонса. Пейте, люди, иван-чай, будете здоровы. Все о пользе северных растений. Современные виды искусства в национальном обрамлении. Необычный художественный проект про молодость удивляет своими размахами. А в объективе лишь красочное небо. На ваших экранах удивительной красоты северное сияние. Про молодость или модерн коми-арт. Так получилось, что у экспозиции, о которой мы расскажем в нашем следующем сюжете, два названия. Как граффити, стрит-арт и компьютерная графика переплетаются с историей нашего края. И где прошел этот необычный художественный проект, расскажет Алена Туркина. От традиционного взгляда на коми-культуру до современной ее интерпретации буквально раз, два, три, 4 шага. В Печорском историко-краеведческом музее впервые открылась выставка современного искусства. Ее авторы – уроженцы Севера, которые сейчас проживают в других городах. Печора, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Печора. Это привычный маршрут художников, чьи работы представлены в этом зале. Практически все учатся в университетах северной столицы на художественных направлениях, но о родной земле не забывают. Наш основной интерес заключается в популяризации коми-культуры среди молодого поколения. Но нам хочется делать это нестандартно, поэтому мы придумываем новое применение орнаментам, символам, персонажам. Например, создаем цифровой контент о коми, иллюстрируем коми-сказки или делаем татуировки с коми-идолами. Экспозиция получилась дерзкой, даже немного неформальной, не просто так. Самому старшему участнику творческой команды чуть больше 30. Каждый художник интересуется мифологией, литературой и историей коми-края, только вот прочтение у каждого свое. Готова поспорить, что у многих из нас Республика Коми в сердечке, а вот у некоторых еще и на теле. Молодость – время для экспериментов, в нашем случае художественных. Вот и это пространство стало результатом творческого поиска девушек и юношей. Тут и граффити, и кастомизация с приставкой «этно», самые разнообразные коллажи. Особое внимание привлек ковер со знакомым сюжетом – птица, а на ее груди – лик. Что ж, теперь мы можем представить, как бы выглядел герб Коми, если бы его продумывал молодой дизайнер. Розовый цвет выбран не просто так – это отсылка к красочным северным закатам. Обратная связь от нашей выставки показала, что тема коми-культуры, тема малой родины очень важна, очень многим интересна, и мы хотели бы дальше развиваться в этом направлении, потому что для нас и для очень многих это важно. Каждое поколение видит традиции, быт и фольклор своего края по-своему. Это факт. Каждое поколение вносит свою лепту в формирование народного сознания. Тоже факт. И тут возникает вопрос, должна ли культура перенимать современные черты? Или все-таки это то самое, что должно передаваться из поколения в поколение в своем первозданном виде? Давайте подумаем. Выйти в поле, как поется в одной известной русской песне, можно не только с конем, но еще и с мешком. А все для того, чтобы собрать иван-чай. Его зеленые листочки обладают ценными свойствами и витаминами. Собранный вовремя и по верной технологии иван-чай особенно полезен в период похолоданий. Сезон сбора фиолетового кипрея, увы, уже прошел, но поговорить об этом никогда не поздно. Запоминаем все советы, чтобы уже в следующем году точно заготовить этот ценный продукт на осень и зиму. Наталья, расскажите о пользе иван-чая. Почему стоит его заваривать, пить, принимать, возможно, в каком-то другом виде? Я рекомендую иван-чай употреблять в ферментированном виде, потому что в этом случае сохраняются все элементы в нем прекрасно. Первое. Второе. Почему его стоит употреблять? Потому что в нем содержание аскорбиновой кислоты или витамина С в простонародье, значит,
в 6 раз больше, чем в лимоне, и поэтому как альтернатива вот этим вот цитрусовым фруктам, да, прекрасно подойдет напиток из иван-чая. Особенно в период простудных заболеваний. Да, и вот, кстати, по ковиду вот у меня друзья же все мои берут вот иван-чай, они говорят, аж трясет, как охота его, и он помогал действительно, и выходили люди хорошо на нем. Вот. Третий момент, который важный при употреблении иван-чая, то, что он помогает мужчинам сохранять вот свое мужское здоровье. Доказан у него эффект такой для мужчин приятный. Так что, мужчины, обратите внимание. Мы сейчас совсем недалеко ушли от главной дороги, но все-таки собирать иван-чай стоит где? В лесу или можно просто действительно в поле выйти и собрать первую попавшийся? Да. Можно выйти и в поле, но поле должно быть далеко от людей. Очень. Ну, хотя бы километров 5. Да? А вообще мы любим собирать в лесу, потому что в лесу он сохраняется дольше всего, он зацветает там позже всего. Там самая такая большая листовая масса, и лист всегда самый здоровый. И процесс подготовки иван-чая, уже вот его ферментация, его засушка, как это все проходит? И можно ли это сделать в домашних условиях? В домашних условиях сделать можно, и мне кажется, это делать нужно. Это не так сложно, просто нужно немножко терпения для того, чтобы качественно провести ферментацию, значит, которая связана, ее очень легко контролировать у иван-чая, потому что ферментация у иван-чая проходит при повышенной температуре. То есть сырье начинает нагреваться. Если ты его правильно подготовил к ферментации, правильно обеспечил вот это смачивание листовой массы соком вот этим, ты почувствуешь, что у тебя оно начало нагреваться. Если у тебя хватит терпения дождаться, пока температура пойдет вниз, и после этого быстро и качественно высушить иван-чай, у тебя будет хороший напиток. Вот как эту самую ферментацию провести дома? Это должен быть доступ воздуха обязательно. Это должно быть равномерное смачивание соком растения всей листовой массы. Обычно этого дома добиваются мясорубкой. То есть берут лист и перемалывают на мясорубке. Он весь смачивается тогда равномерно, и тогда сок очень легко бродить. Это должно быть вне света и вне сквозняков. И по времени сколько так выдерживать необходимо? В зависимости от погоды, которая на улице, это вот важно. Как бы самое короткое время, которое я знаю, 1,5 сутки. Вот он у меня ферментировался. Самое длинное 2,5 сутки. Да. Ну и потом уже идет процесс, собственно, высушивания, и, я так понимаю, можно сделать это и в духовке. Можно сделать в духовке, только температуру ставьте, кто как любит, потому что я на сегодняшний день знаю миллион случаев и миллион рецептов, как это делать. Я сушу на 90 градусах и выше. Не на 200, конечно, но на 90, 95, 100 бывает, да. И как же этот кладезь витаминов применять? То есть лучше всего заваривать чай или еще что-то можно с ним сделать? Про еще что-то ничего не могу сказать. Знаю только, что он заваривается подобно зеленому несколько раз. То есть самый классный, я люблю самую классную заварку, это 2-я. Первую заварку мы тоже пьем. Вообще иван-чай — это напиток, которым очень сложно напиваться. Это вот, знаете, для посиделок с друзьями, для задушевных разговоров. Это вот идеальный напиток для того, чтобы ничего не испортить, настроиться на хороший лад и вот еще и выйти с эффектом таким, да, оздоравливающим. А что-то добавить можно, чтобы пользу, так скажем, усилить? Да, можно. Я очень люблю в облепиху вяленую в иван-чае. Очень хорошо туда заходит корица, прекрасно заходит корица, сушеная малина, лист смородины. Что там мы еще кладем? Бывает, что мяту мы добавляем, но мята вот как-то она, мне не нравится, как они, как сказать, как будто по вкусу сочетаются? Нет, они по свойствам немножко как бы не совпадают. Так, в принципе, красиво по вкусу, но для меня важна еще и польза. Поэтому вот облепиха самая лучшая, облепиха, корица идеально. Но, как вы можете наблюдать, сейчас иван-чай уже отцвел, он засох. На будущий год, чтобы наши телезрители понимали, когда же стоит выходить в поля, в леса, чтобы собирать его. Ну вот прямо жестко говорю, с 7 июля по 2 августа, и вы не ошибетесь. Так что, дорогие друзья, обязательно выходите, собирайте. Этот кладезь витаминов должен быть у каждого в доме. Да. Заваривайте чаи, тем более впереди у нас промозглая осень, так что повышаем иммунитет с помощью иван-чая. Спасибо, Наталья, вам за интервью. Будем ждать от вас новых заготовок. Спасибо.
Лето в присущей ему манере пронеслось на самой высокой скорости. Однако мы еще долго будем вспоминать его самые яркие моменты. Причем для некоторых жителей Коми слово «яркий» в буквальном смысле соотносится с несколькими августовскими вечерами. А все потому, что им довелось наблюдать северное сияние. Полярное свечение невероятной красоты украсило небо почти всех районов Коми. Ижма, Удара, Печора, Ухта, Княжпогосский, Усть-Вымский, Усть-Куломский и Сыктывдинский районы. Но если вы вдруг упустили из виду разноцветное небо, не расстраивайтесь, мы приготовили для вас ролик, на котором в режиме таймлапс отснято звездное небо деревни Диюр Ижемского района с разноцветными сполохами. Сейчас бы вздремнуть. А это все потому, что ночью нормально не спишь. Именно так отреагировала бы моя мама на жалобы о сонливости. И была бы права, ведь полноценный ночной сон очень важен для нашего организма. Кстати, вы задумывались, насколько долго человек может продержаться без сна? Самый известный эксперимент провели в 1964 году в Калифорнии. 17-летний Рэнди Гарднер бодрствовал целых 11 дней. Сам испытуемый и наблюдавший его врач утверждали, что не заметили каких-то психических и физических изменений. Однако чуть позже было установлено, что депривация сна все-таки вредна для человека. Недосып ухудшает самочувствие и настроение, вызывает проблемы с вниманием и памятью, замедляет мышление и вызывает также проблемы со здоровьем. Если говорить о норме сна для человека, то подросткам необходимо отдыхать ночью минимум 8-10 часов, а взрослым 7-9. Поэтому старайтесь досыпать в свое время и будьте здоровы. Ну а завершить этот выпуск нам захотелось на нотке позитива и умиления. Вы никогда не присматривались, как грызут свой сухой корм котики? А это, между прочим, очень веселящее зрелище. Сами посмотрите. Пожалуй, и мы пойдем похрустим чем-нибудь аппетитным. Студия 11 прощается с вами до завтра. Мы посылаем каждому по ту сторону экрана самые теплые флюиды добра и счастья. Хорошего дня, Республика! Пока-пока!